Ну зачем отпускать без намордника такого урода такого? Эта шокирующая картина развернулась в Челнах. Во дворе на глазах у прохожих собака бойцовской породы буквально загрызла вторую. Хозяйка оказалась бессильной. Держи свою собаку, оттаскивай ее. Во-первых, она совершенно не умеет управлять своей собакой. Собака неконтролируемо себя ведет. Для зоозащитников с первой минуты видео понятно, как развивалась эта кровавая бойня. Собак никто не держал на поводке, намордников не было. В первую очередь, конечно, это проблема воспитания. Вот аж дерутся, вот дерутся. А это уже Казань, только вместо двора территория школы, там, где гулять с детьми, развернулись собачьи баталии. На территории школы, в хоккейном поле собаки дерутся, хозяева не контролируют. Постоянный контроль и учет – правило номер 1 в татарстанском законе о домашних животных. В 2014-м депутаты попытались внести правила в мир животных, только закон оказался хромым. В муниципальных образованиях к этому абсолютно никто не готов, и к этим никто не занимается, к большому сожалению, сегодня. Во-первых, частники не ставят ее на учет. Надо какой-то, у нас в России все-таки все из-под палки ведь делается, надо было какую-то палку, видимо, сделать, обязательность постановки на учет. По татарстанскому закону собаку необходимо выгуливать в специальных местах. Если уж хозяин с ней пошел в парк или сквер, то животное должно быть в наморднике и на поводке, но в реалиях правила не работают. Там что на детской площадке выгуливаем, а вы нам место отвели. Какашку вы какую-нибудь тут нашли, ни одной какашки нет. Собаководы за своих питомцев горой. Аргумент у них один. Так неужели я отсюда, старушонка, пойду где-то тут один бугай мне сказал, вам место в Урицком. Вот пускай он бугай туда бежит, а я здесь, дом мой рядом. Заводчики и дрессировщики убеждены, любую собаку нужно воспитывать, особенно в городе, когда рядом дети и незнакомые люди. Это не важно, какого размера твоя собака, какой возраст, ты не знаешь ее реакции. Собака должна быть безопасна, а это значит, что в городе она должна быть на поводке. Мы гуляем, и ребенок меня спрашивает: мама, а почему собака без намордника, говорит? У нас просто в подъезде были собаки, детей уже не отпускали никуда. И пока это самый надежный способ защитить своих близких от бесконтрольных животных. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.